Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сходит с ума из-за вас? Кого вы тут уже успели довести до безумия? Давайте посмотрим. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Ого! Так, что это у нас тут за любовный треугольничек, а? Слишком много женщин. Тут даже может быть и не треугольник. Ах, мои дорогие, мне кажется, что вы знаете, кто сходит по вам с ума, потому что человеку сложно это скрывать, либо человек вам в открытую это говорит, что вы его что-то довели до белого коленя, что не ведает, что творит. Ну, либо видно, да, видно по человеку, по его реакциям. Человек может избегать вас, человек может наоборот постоянно крутиться рядом с вами. Опять же, да, это общая отсыпка. Ну, человек не свободный, сразу говорю. Тут не свободный. Причем у человека может быть как жена, так и любовница, ну и вы еще одна женщина, по которой он сходит с ума. Почему-то так даже мне идет. Либо у человека, не знаю, там две жены, допустим, бывшая и настоящая, и он и с той общается, а вы как бы еще одна женщина в его жизни. Еще может отыграться, что мужчина пользуется популярностью, что этот мужчина, там просто у него отбоя от других женщин нет, но он к вам тянется. И вы ему то ли не верите, да, не верите ему, не верите его чувствам, то ли в принципе его к себе не подпускаете, потому что знаете, что он не свободен. А вот чем больше вы его отвергаете, либо вы ему отказываете, либо недоступны, да, для него, тем больше он сходит с ума. То есть это, знаете, как хочется хуже, чем болит. Вот. Хуже, чем болит, переносится. Человек, который уже, ну, не знаю, бредит, что ли, вами. Он как будто бы вами болеет. Вы у него как будто бы в крови, понимаете? Вы его как награда, так и палач вот мне идет. Но явно он не свободный. Нет такого, что он сам по себе. Явно у него есть с кем-то по хвосту, да, какие-то обязательства, причем, ну, похоже на официальный брак. Еще почему-то мне идет, что может быть любовница, либо была любовница, которая до сих пор от него не отстала. Слушайте, какая-то странная отсыпка. Ну, я вам скажу так, вы его зацепили по самое не могу, так глубоко зацепили, как ни одна женщина в мире не цепляла. И то, что с ним происходит, это действительно можно сравнить с болью, да, с такой адской болью, пронизывающей, испепеляющей, что он уже сам себе не рад. Знаете, у него такие уже мысли в голове, просто вас, я не знаю, похитить, увезти куда-то на край земли и там с вами где-то жить, чтобы вы никуда от него не делись и чтобы никто не мешал. Мужчина, который готов уже, не знаю, все отдать, все, что у него есть, он готов отдать ради, не знаю, одной встречи с вами. Как-то так мне идут какие-то безумные мысли в голове у этого мужчины. И что-то мне подсказывает, что долго он так не протянет, что что-то надвигается, да, вот прям что-то будет. Либо он вообще наплюет на всех, на вся и в открытую начнет за вами просто гоняться. Либо, ну, не знаю, что-то будет. Вот явно что-то будет. И мне это не очень нравится. Так, что за мужчина? Вот прям хотим подробностей. Хотим знать все. Ну, какой-то серьезный человек. Ну, семейный, как я уже сказала, да.
серьезный, семейный человек, у кого в жизни сейчас прям проблемы. Одни проблемы и нет решений. Запутался, просто запутался. Хочется рвать и метать, хочется полностью как-то перекроить свою жизнь. Хочется как-то еще от людей убежать. Хочется покончить с прежней жизнью и начать новую жизнь. Надоело молчать о своих чувствах, о своих эмоциях, плевать на свое положение, там, карьеру, работу, бизнес. Проблемы уже одолели, семья уже, как чужая. Хочется любви, романтики, новых горизонтов и новых ощущений. Не хочет ничего решать, хочется просто все разорвать, разрушить и покончить с прежней жизнью. Да, у него еще может быть кризис среднего возраста. И, кстати, он может быть в любом возрасте. Это не от возраста в паспорте, да, от цифры зависит. Это зависит от ментального возраста. Семейный, он семейный, у него семья, у него узы. Нет, это не какой-то свободный мужчина. И может, вы были с ним в отношениях, может, он вам сейчас ходит, предлагает отношения. Либо наоборот ведет себя просто странно, максимально странно. Он может там и пар на вас выпускать, якобы там к вам цепляться. Он может и избегать общения с вами. По-разному может проявляться. Это же не один мужчина, это разные мужчины. Ох, какая вы для него роковая, девочки, красной нитью через всю его жизнь, через всю судьбу. Но просто разделили жизнь на до и после. Он уже даже кому-то ходил. То ли к психологу, то ли к магу. Пытался избавиться от этого наваждения. Либо даже кто-то с его этих женщин ходить мог по поводу вас. Но ничего. Слушайте, хорошо, понятно. Про него покажите. Либо у него же там шарики за ролики, вообще ничего не понятно. Я не могу понять глубину его чувств и какие это чувства. Это страсть обладания, либо это действительно любовь. Да? Что у него? Это хочу узнать. Покажите именно это, а не то, что у него в голове сейчас. Потому что то, что у него в голове, это прям каша-малаша. Разброд и хождение. Что? Чувства я хочу увидеть. Чувства. Не знаю, у него помутнение, девочки, как хотите. Постоянно тучи выходят, это первый признак помутнения. Наверное, одно на другое наложилось. У него переизбыток чувств к вам. Он вас хочет, но не может вами обладать. Он ни одну другую женщину в мире так не хотел в жизни, в судьбе, не знаю, в прошлой жизни. Никогда ни одну другую женщину он так сильно не хотел, как хочет вас. И эта страсть, она уже у него через уши, через ноздри капает, понимаете? Настолько сильно он хочет вас. Любовь ли это? Либо наваждение, либо какой-то каприз. Я не могу вам сказать, карты не показывают, потому что у него в голове каша. Там все спуталось, все перепуталось. То есть наложение кризиса средних лет, усталости, стресса, депрессии, рутины, опять же таки, да, на то, что я хочу, но не могу обладать, и на то, что все надоело, все задолбало, да, хочу полностью изменить свою жизнь. Но обычно, да, мужчины такие под 40, 50+, они чувствуют, что они чего-то не успели, недолюбили, чего-то достигли, жизнь прошла мимо, он ничего такого не видел и вообще никаких таких эмоций не познал. И да, они обычно к молодым девчонкам клеятся, да. Но вы видели такие пары, когда разница в возрасте 20+ лет. Да? Мужчина с молодой женщиной рядом, он молодец. Он считает, что раз молодая женщина у меня, значит, я тоже молод. Значит, молодые еще меня признают. А тут может быть и другая история, что вы по возрасту либо такие же, либо даже вы можете быть старше. Но вы-то выглядите идеально, вы-то выглядите молодее, чем молодые, понимаете? Тут еще и это может быть. Может, вы женщина, о которой ходят легенды. Может, вы такая королева красоты, не знаю, вы какая-то особенная, вы сложная, вы манкая, вы
с репутацией снежной королевы. То есть все хотят, но вы никому, ну, скажем так, не отдаете свое сердце. Может быть, и это. Ой, ну какой-то он больной, если честно. Ему лечиться надо, да? Сначала нужно полечиться, пройти, наверное, какую-то психотерапию, либо какие-то таблеточки попить волшебные. Может быть, полегчает, он сможет разобраться в своих чувствах. Я вот в отсыпке и в картах вижу только лишь одно – жажда обладания вами. Вот он прям бесится, потому что вы не его женщина. Он бесится от того, что он вас хочет, но не может иметь. Понимаете? Вот это вот прям в сегодняшнем дне это основная тема, которая проходит. Про любовь карты не показали. Показали туман, потому что он и сам не понимает, что ему конкретно от вас нужно, для чего вы ему нужна. Ну, страсть понятна, а дальше? Какие там чувства, эмоции? Я думаю, что он каких-то делов наделает. Вот есть у меня такое стойкое ощущение по этой отсыпке, потому что у него уже девятка. Он к девятке подошел. Девятка – это завершение цикла, это разрушение и начало нового. То есть это то, о чем он мечтает, и он к нему идет, он уже все, берега попутал, он не видит ничего, ни хорошего, ни плохого. Вот эта каша, туман в голове. И, возможно, человек таки на что-то решится, да? Либо он полностью разрушит свою жизнь и останется у разбитого корыта, ну, либо он этим разрушением докажет вам, что ради вас он готов все начать сначала, он готов от всего отказаться. Да? Может, у вас действительно отношения, и вы с ним расстались, потому что не хотите быть третьей, да? Третьей лишней. Вы хотите официальных отношений, уважения хотите, чтобы никто не тыкал пальцами, да, статус вам нужен, официальный статус. И, возможно, вы ему об этом сказали, он отмахнулся, он такой: да ладно, что ты там, да, куда ты денешься. Но вы принципиальной дамой оказались, и вот хочется вас, а не может получить. Понимаете, вы как-то так не идет. Ну, либо вы еще не общаетесь, не встречаетесь, нету между вами там близости, не было близости, и мужчина, вот, будучи вашим этим тайным поклонником, уже сходит с ума, и хочется на весь мир кричать про то, что он вас любит, и что вы его женщина. Давайте посмотрим, что же он сделает, да, потому что, девятка это уже все. Девятка это все. Я хочу понять, что он сделает. Каких делов он тут натворит. Карты одни и те же выходят. Как такое может быть? Мешаю, одни и те. Либо он сейчас о вас думает и по вам страдает, либо так оно и есть, да? У мужчины сейчас действительно завершение цикла. Прошлая жизнь останется в прошлом. И будущее пока закрыто, потому что действие не сделано, решение не принято. Но я вот хочу понять, что он будет делать. Либо все мужчины разные, поэтому мне не показывают. Давайте еще одна попытка, да? И еще одна попытка. Попробуем посмотреть, что он сделает. Что же он сделает? Оп. Тут отказ от семьи, от привычного устоя, от карьеры, от работы, от всего. От жизни привычной, от детей может даже отказаться. Какое-то, да, помешательство, сумасшествие и завершение цикла. Он говорит: все, я не люблю свою семью, я не люблю никого, я ничего не люблю, там работа не радует, дети не радуют, семья, компания вообще мне не нужна. Полностью хочет от всего отказаться. По-моему, сошел с ума этот мужчина. Извините, но бывает. Значит, девочки, бояться ли вам? Да нет, вам бояться не надо. Вам он-то точно ничего плохого не сделает, потому что вы женщина, которую он обожает, и вас он точно не обидит. Не обидит. Ради вас, во имя вас, прикрываясь вами, да, он может пойти на такие радикальные меры, полностью изменить свою жизнь, отказаться от прошлого. От прошлой жизни, от того, что его там в прошлом радовало, согревало, к чему он там стремился, это может быть. Поживем, посмотрим. Такой вот у вас тайный поклонник, да, либо явный поклонник. Если это ваш любовник, и он вам сказал, что он, скажем так, разведется, да, то он точно разведется. Если это не ваш любовник, но мужчина, который пытался вас склонить
к интимной близости, то ради вас он, да, действительно пойдет на то, чтобы вот прям доказать, что я перед тобой чист, что я хочу именно тебя, я хочу, ну, твоей любви, хочу быть с тобой вместе. И вот я, типа, с этими с документами, с печатью о разводе, теперь как бы я у твоих ног, я буду тебя добиваться. Но мне кажется, что у него еще какой-то очень серьезный есть стресс. И вот идет мне, что у него какая-то ментальная, да, нестабильность, вот как хотите. То есть, в принципе, если вы любовники и вы любите этого мужчину, вы хотите с ним продолжать, то я бы на вашем месте показала его, ну, либо психологу, либо уже психиатру. Ну, вы же его лучше знаете, чем я, да? Если там еще примешивается алкоголь, то точно нужно к психиатру вести. Возможно, ему нужна какая-то медицинская, да, помощь, медикаментозная, да, поддержка. Если у него там нет алкоголя, он просто вот, ну, потихоньку сходит с ума и, ну, какие-то решения начнет принимать и действия делать, такие немножко сумасбродные, то тогда ведите к психологу, но ведите к хорошему. Да? Не тот, который там поговорим, выясним, а тот, который конкретно терапию проводит. Да? Это надо, это нужно сделать. Ну вот, какой-то сумасшедший сходит с ума по вам, да, все логично, сумасшедший сходит с ума по вам. Ну, больше, да, на страсти похоже. Хотя, может, и любовь, просто она сейчас скрыта из-за того, что каша в голове у этого мужчины. Так, тут еще один мужчина вышел. Но этого мужчину вы точно знаете, он из вашего прошлого. Самый эгоистичный, самый такой подлый, самый такой дерзкий, наглый мужчина, который, ну, паразит. Мужчина-паразит. Но этот мужчина, он за последнее время очень сильно изменился. Изменился в лучшую сторону. Конечно, не все прошло, не от всего он избавился, но, тем не менее, я вижу, что есть хорошие такие изменения. И мужчине очень обидно и стыдно за то, что он с вами в прошлом как-то очень плохо поступил. И его сводит с ума вот этот его грех перед вами, да? То есть, когда вы были вместе, он себе позволял очень много плохих вещей. Не будем говорить каких, да, пусть это в прошлом останется, чтобы лишний раз там вас не травмировать. Когда вы расстались, у него были такие амбиции, у него были такие надежды. Возможно, он даже вообще к какой-то другой женщине перебежал. И он думал, вот, сейчас я типа там заживу, да, я сейчас все там получу, мир буду на пальчике крутить. А вместо этого на него просто как из этого рога изобилия посыпались беды и неприятности. Да настолько сильно, что этот мужчина еле-еле выжил, да, еле-еле пережил это время. И то ли он в религию ударился, то ли в психологию, то ли в принципе, да, у него какая-то, ну, трансформация началась. Пытался найти ответ, да, почему это все происходит. Может, к эзотерикам обращался, может, думал, что на нем порча. И, судя по всему, вот и его логические изыскания, и психологические всякие там эти тесты, и даже если он ходил там к эзотерикам, гадалкам, вот все ему сказали, что это тебе за прошлое, да, за то, что ты обидел хорошую женщину, которая была тебе по судьбе, с которой ты мог прожить прекрасную жизнь, быть счастливым, там, родить детей, там, ну, все получить и как сыр в масле кататься. Вот ты ее обидел, ты сам перечеркнул свою судьбу. Ты мало того, что перечеркнул, так ты еще на себя кучу вот этих наказаний, да, накликал на свою голову. И сейчас, да, ему очень хочется попросить у вас прощения. Он сходит с ума даже не из-за вас, а из-за своего греха перед вами. То есть перед вами он грешен, да, сильно согрешил. И хочется выпросить прощения, хотя он понимает, что прощения ему не видать, да, что он делал такие вещи, которые нельзя простить, их нельзя забыть, их нельзя простить. Он сам себя за это простить не может. И ну вот хотите верьте, хотите нет, мне идет, что этот мужчина, он либо мысленно с вами всегда разговаривает, да, вот мысленно, либо он даже молится за вас, ну, свечи там ставит за здравие, за то, чтобы у вас все было хорошо. Ну вот как-то так мне идет. Человек,
Ну, от него благостью попахивает, но это не та благость, ну, которая может быть у человека, да, потому что грехи все равно еще не отпущены. Человек один и живет в каких-то очень стесненных обстоятельствах, да. Может, он аскезы брал, может, в аскезе до сих пор живет. Ну, вот мне идет, что он как покаяться хочет, да. Сходит с ума не из-за вас, но из-за своего греха перед вами. Как-то так идет. Сейчас я еще гляну. Ну, здесь, видите, другие карты вышли на него. Ему хочется покоя, успокоения, стабильности, гармонии. Хочется отречься от своего прошлого и найти вот тот самый правильный подход, либо путь к вам для того, чтобы прийти покаяться, для того, чтобы получить ваше прощение. Ну нет, отношения он вам точно предлагать не будет, но покаяться, исповедаться, выпросить ваше прощение, да, это то, что он хочет, это то, что ему нужно. Не знаю. Вот тут, кстати, больше вероятности, что, может, вы уже тоже простили, отпустили, либо не держите ничего против него. Если он появится, возможно, даже вам будет и приятно увидеть, насколько он изменился, насколько он стал другим, там, поумнел, стал серьезным. Ну, вот как-то так мне идет. Ну, если решиться, я думаю, что вы простите его, да, не будете зла на него держать, простите, несмотря на то, что он сделал. Да, какие-то мужчины вас странные окружают, один больной, другой грешник, сходят с ума. Ну да, в принципе, нормальный человек сходить с ума не будет, да, нормальный человек придет, там, объяснится, признается, там, будет что-то предлагать, но не сходить с ума. В принципе, да, логично. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.